الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Восхваляем Всевышнего Аллаху Субханаху ва Тааля. Благословляем и приветствуем пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Амма бад. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Иншааллах, продолжим чтение и толкование хадисов из сборника хадисов Абу Дауда, рахимахуллах. Китаб ат-Тахара, книга очищения, глава 51, бабу сифаты вуду наби саллаллаху алейхи ва саллям, глава о описании омовения посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. И Абу Дауд, рахимахуллах, в этой главе поместил около 30 хадисов от 6 или от 7 сподвижников. То есть каждый из них или он сам показывал, как совершал омовение пророк Мухаммад саллям, как он видел, или же он рассказывал, что я видел, как пророк Мухаммад саллям совершал омовение. Здесь были хадисы со слов Усмана ибн Аффана, радаллаху анху, третьего халифа. Были хадисы со слов Али ибн Аби Талиба, радаллаху анху, четвертого халифа. Были хадисы со слов Абдулла ибн Зейда ибн Асима, радаллаху анху. Также были описания со слов Аль-Микдама ибн Ма'ди Кариба. И также со слов Муавия ибн Абу Суфьяна. И со слов Рубайя бинт Муауид, на котором мы как раз и остановились. Но все эти риваяты, практически они рассказывают об одном и том же. Описание омовения одинаковое, за некоторыми различиями между ними. То есть где-то что-то упоминается больше, где-то меньше упоминается, какие-то вещи упоминаются. Есть отличия, как, например, было протирание головы. Там был спор 1 или 3 раза, так как в некоторых риваятах, некоторые передатчики говорили, что протер голову 3, а не 1 раз, хотя в большинстве риваятов приходит, что это было 1 раз. Также есть разница иногда там описано действие обычно. Там не говорится, что сказал бисмилля. Там эти вещи не приводятся, просто начинаем именно, то есть омывание рук. Само действие, которое видимое, и вот до омывания ног обычно идет. Все приходят в одном и том же порядке. Иногда в некоторых риваятах было, порядок менялся. Их было 2, по-моему, риваята было, где некоторые действия менялись местами, хотя в основном все приходило в одном и том же порядке, который мы с вами привыкли совершать, который мы с вами выучили. И продолжая эти риваяты, то есть риваяты со слов Рубайя бинт Муауид, Рубайя, дочери Муауида, то есть женщины, сподвижницы, то, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям пришел к ней домой, к ним в дом, и там он совершал омовение, и эта женщина видела, и она рассказывает, как совершал омовение посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. То есть основной риваят уже был на прошлом уроке. Здесь теперь же автор приводит только некоторые, отрывки, то есть части, которые, то есть разные люди передавали хадисы, их отличия между этими риваятами. И сказала Рубайя бинт Муауид ибн Афра, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям тавадда, совершил омовение айндаха, то есть у нее дома, в ее доме, фамасаха раса кулляху, и он протер голову, то есть полностью, то есть он протер голову полностью, мин карни шари, от, скажем, то есть верхней части, то есть головы, от верхней части, то есть волос, с макушки протер голову, кулля нахьятин, то есть каждую сторону, то есть куда растут волосы, лимун саббин шари, то есть вниз, получается сверху вниз было, то есть с макушки, то есть как вот волосы растут вперед и назад. Но таким образом, ла юхаррику шара ан хайатихи, и Мухаммад саллям здесь сказал, что, то есть волосы, то есть как прическа,
Поэтому, говорит, не изменилось. То есть волосы как стояли, получается, сверху вниз, то есть как и остались. Как лежали, то есть там волосы обычно поднимаются так ведь. Если мы протираем, же у нас волосы поднимаются немножко. А есть волосы как лежали, так и остались лежать. Они, скажем, то есть не пошевелились. Вот данный ривайат приводится такое отличие от других риваятов. То есть обычно в том же риваяте от этой женщины было, что Мухаммад поставил руки на переднюю часть то есть волос и провел назад и вперед. А здесь выходит то, что протирал вот так и вот так выходит. То есть поставил руки вперед и назад провел. Это как раз есть протирание всей головы. То есть один из вариантов протирания головы. Протирание головы. То, что приводится вот в данном риваяте, то есть именно сверху и сверху вниз, получается, как прическа не нарушается. Волос остается на своем месте, поэтому, хотя это приводится только в этом риваяте, но ученые говорят, что это указывает на дозволенность такого действия в некоторых ситуациях. Это вещь, что, то есть Пророк Мухаммад салям, если взять хадисы, то есть иногда протирал по-разному. То есть не однообразно, а вот там 2-3 варианта, и он мог это совершать во время протирания головы. То есть следующий риваят от той же женщины, Рубайя бинт Муавид ибн Афра, ахбаратку, что она сообщила, قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ, я видела, как посланник Аллаха совершал омовение, قالت, и она сказала, то есть в хадисе, فمسح رأسه, и он протер голову, ومسح ما أقبل منه وما أدبر, и протер переднюю часть головы и заднюю часть головы. То есть обе стороны головы, протер голову полностью целиком. Васудайхи, и протер, если сказать, судайни, это область между, получается, глазами и ухом. Это место получается. То есть, можно сказать, бакенбарды по-нашему, да? Место, где волосы спускаются, это место. Протер, получается, волосы спускаются же от головы, поэтому протираем же всю голову. Это же тоже как часть волос головы. Поэтому протер эту часть тоже задел при протирании головы. Уидунейхи, и протер оба уха. Марадан вахятан, один раз. Здесь получается добавка, то есть про голову хадиса было много, вот то, что эта часть, вот, где вот бакенбарды, где вот растут, они упоминаются только здесь, в этом риваяте. То, что всю голову протирать является желательным или же обязательным, чтобы та часть, где растут волосы, чтобы была потерта полностью, то есть не осталось мест, которые не коснулась рука человека во время протирания. И третий, еще один вариант, хадис от этой женщины, Ан Рубайяк, Ан Наби саллаллаху масаха бирасихи, то есть Ибн Дауд, получается, эта женщина, хадис, все другие риваяты были одинаковыми, только, получается, вот область, где протирание головы была, отличалась. Поэтому там все остальное то же самое же, повторять не стоит, поэтому Абу Дауд приводит только именно часть, отличающаяся от других частей этого хадиса. И получается, что разница была только именно, то, что касалось протирания головы. Поэтому здесь тоже Наби саллаллаху масаха бирасихи, что Пророк саллаллаху протер голову мин фадли маин канат фи ядихи, то есть воду, которая осталась у него на руках. Потому что сначала же руки моем, так ведь? Получается, помыл руку, и наши руки были влажные, и он не мочил руки заново, а протер именно голову, то самое же влажной рукой, которой мы только что мыл руки. Потому что осталась, то есть влажность, вода на его руках. Поэтому то есть данный хадис указывает, что здесь является, скажем, дозволенным, хотя в основе же, скажем, в других риваях приводится, что воду, то есть нужно руки намочить заново, промыл руку правую, левую, потом намочил руки и протираешь голову заново. Но иногда, если там влажная рука, то можно и продолжить, то есть заново не мочить. Это тоже является, указывает на дозволенность такого действия. Это не обязательно, но иногда это совершить дозволено, не запрещено. Далее еще один риваят от Рубайя бинт Муавид. Также Наби саллаллаху тавадда, что Пророк Мухаммад совершал омовение у нее дома, фаадхаля исбаайхи, и он это засунул оба пальца, то есть указательных пальца, фи худжрей удунейхи, то есть получается вот внутрь двух ушей. Вот в этом риваяте отличие то, что он, когда протирая уши,
то есть указать пальцем, то есть засовываешь в слуховой канал внутрь, чтобы протереть. То есть внутрь уха. Здесь, потому что обычно говорят, что просто уши протер, и все, в многих риваятах. Нет, приводится там, как протирал, да, уже с подробностями. Значит, в этом риваете приводится подробность протирания ушей, там, как, а не просто протер уши и все. Потому что, в принципе, у нас встречались хадисы, где было то, что когда указывают пальцы протирают внутри, большие пальцы снаружи уха. Наружу часть уха, а указывают пальцы внутри уха, это уже приводилось во многих риваятах от многих сподвижников. И на этом риваяты со слов Рубая бинт Муауид завершаются. Далее автор Абу Дауд приводит риваят со слов Тальха ибн Мусарриф ан абихи ан джаддихи. Вот здесь Тальха ибн Мусарриф от его отца, от его дедушки. Потому что такое приводится. Здесь Тальха ибн Мусарриф, ибн Амр ибн Каб, его отец, то есть это Тальха, его отец Мусарриф, а его дед уже, здесь есть разногласия. Здесь разногласия, то есть или же это Каб ибн Амр, или же Амр ибн, чей дедушка выходит, да, то есть чей является дедушкой. И, хотя вот здесь вот из этих вот передатчик, из 3 передатчика, сын, получается, сын, его отец, и там дедушка. Просто чей дедушка? Сын или дедушка отца? Там вот там споры идут, поэтому данный хадис, он немного есть в нем слабость из того, что есть, его Тальха ибн Мусарриф сам в нем слабость, и то, что там его, дед, или дед его, отца, был ли он и не был сподвижником посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. В этом есть споры между учеными. Каля, он сказал, то есть его дедушка, да, Каля раайту Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям ямсаху ра'саху. Я видел, как посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям протирал голову маратан вахидатан, один раз, хатта балагал кадаля, так что он достиг руками, то есть до, получается, скажем, то есть до конца затылка, то есть затылка, ауля кафа, получается, нижняя часть, то есть затылком, можно сказать, до конца, да, то есть до конца, то есть полностью протер голову, и здесь выходит то, что, это получается вот до низа, почти до шеи. Почти до шеи, получается, было протирание. И в некоторых риваятах сказано, то есть имама Ахмада приводится, то есть протер, получается, почти до шеи, и там сказано, что даже немного задел шею. Протирая голову, дошел до вот, заднюю часть, да, то есть именно шеи до этого дошел. И поэтому вот, данный риваят является доводом тех, кто разрешает или считает желательным протирание и шеи. Также, то есть, потому что в тех риваятах, которые были до этого, нигде шея не упоминался. Везде было только голова и уши. Здесь же приводится, тут, конечно, не сказано шея, но там в некоторых риваятах пока что можешь понять, что протирается вот дальше, да, то есть не только где волосы завершаются, а чуть ниже. Да, то есть протирается. Поэтому и автор книги Аль-Мугни, то есть Ибн Кудама, то есть ученый хамбалитского масхаба, из этого хадиса взял как довод, то, что протирание шеи является дозволенным. Также это приводится и в риваяте со слов Ибн Аббас, радаллаху анху, протирайте вашу шею во время омовения, опасаясь оков в судный день. Ривайта больше приводится, то, что кто протирал шею, то его руки не будут закованы, или шея не будет закована в оковы в судный день. И поэтому это, является одно из мнений имама Ахмада, что протирать шею желательно. Это старый масхаб имама Шафи'i. Имама Шафи'i, интересно, у него 2 масхаба, то есть 2 мнения. Есть кадим, старый, и есть джадид, новый. Это кадим до его переезда в Египет, в Миср. Потому что когда он приехал в Египет, он там увидел новых ученых, взял новые знания, и это свое мнение поменял. Поэтому то, что было до этого, оно уже было старое. Это теперь новые мнения, которые египетское приводят ученые, поэтому старое мнение считал желательным протирание шеи. То есть также сказали это и Багави, и Аль-Газали, что является желательным протирание шеи. И сказал Ар-Рафи'i, что является сунной. Тут сказал, что является желательным. Но масхаб Малик и Шафи'i
получается уже новое мнение имама Шафии, это не является желательным. Поэтому спор, желательно, нежелательно протирание шеи. Кто-то говорит мустахаб, кто-то говорит нежелательным. Кто-то говорит, что это мнение Абу Ханифы, и мнение Ахмада, и некоторых шафиитов, что является желательным действием. Ну, кто-то говорит из ученых и бидат. Поэтому здесь все возвращается именно к хадисам. То есть хадисы достоверности или недостоверности хадисов. Тот, кто говорит, что хадисы, это вот что данный хадис и другие хадисы, где говорится про шею, что они недостоверные, говорят, что действия нет такого в сунне. Кто говорит, что хадисы достоверные, говорит, что действия желательные. То есть, и некоторые ученые, скажем, как Масхаб Ханафи и другие, которые говорят, что да, хадисы, то есть про шею, они тоже не очень достоверные, но это действие, скажем, это не является основным действием шариата, дополнительным действием, и некоторые ученые принимают слабые хадисы, скажем, называется фадаэль амаль, то есть в том, что является, скажем, дополнительными, как награда. Поэтому говорят, хадис слабый, но эта вещь, скажем, это не основная вещь, это не фарз, да, шариат, это не основа тахарат омовения, просто что-то дополнительное, за что можно получить награду, и считают, что действие является желательным. Желательным, то есть ее называют, даже внутри Масхаба Ханафи есть споры, сунна или мустахаб. Потому что если сунна, значит, Пророк Мухаммад сделал постоянно, а это постоянно не приводится. Тем более хадиса, там есть слабость. Поэтому говорят, что максимум это действие является мустахаб. Мустахаб, то есть, получается, сделал хорошо, не сделал ничего страшного. Потому что, как объяснение мустахабба или сунна гайр муаккада в Масхабе Ханафи, сделал награда, не сделал, нет тебе упрека, нет тебе греха. Поэтому то есть, здесь такое спор между учеными, было или оно, или не было. То есть, совершается или не совершается. Это действие, то есть протирание шеи. Здесь, получается, вот из этого хадиса извлекаются, что он дошел там, задел и заднюю часть шеи. Дошел до шеи. И сказал Мусаддад, то есть в этом хадисе, масаха ра'саху, то есть он протер голову, мин мукаддамихи, то есть от передней части головы, или муахирихи, то есть до задней части головы, хатта ахраджа ядейхи, мин тахти узунихи. Так что он, то есть, что он вытащил свои две руки уже из-под ушей. Так, потому что ты протер, получается, вытаскивает уже из-под ушей, снизу. Значит, выходит, как будто бы тоже там задевается. Сказано в этом риваяте, протер голову, дошел до зада и вытащил руки из-под ушей, то есть снизу. Каля Мусаддад, искал Мусаддад, передача этого хадиса, фахаддатху бихи Яхья, я рассказал этот хадис, то есть Яхья, ибн Са'ид аль-Каттану, и он почитал его, не принял этот хадис. Сказал Мусаддад, а Яхья ибн Са'ид аль-Каттан, один из больших ученых хадиса, его не принял. Вот именно, скажем, эту часть хадиса или данный хадис не принял, из-за того, что вот там вот ибн Мусарриф, то есть Тальха ибн Мусарриф является слабым, или то, что, скажем, его дедушка не видел посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. И сказал Абу Дауд, «Васамирту Ахмада», я слышал, как Ахмад ибн Ханбаль, рахимахуллах, то есть учитель Абу Дауда, Якуль говорил, «Инна ибн Уяйна», это что, то есть ибн Уяйна, рахимахуллах, зааму, то есть утверждают некоторые люди, аннаху кан юнкириху, что он данный хадис не принимал, отрицал его, как достоверный хадис, поэтому данный хадис является спорный между учеными, его принимать или не принимать. Уякулю, и он говорил, эйш хада, то есть что это такое, когда Тальхату, а на бихаджадихе, получается, как бы вот Тальхат от деда, как бы что это цепочка передатчиков, как бы он ее не принял, посчитал, что это цепочка передатчиков, это семья, она, их хадисы не больно принимаются. Поэтому сказал, что это вот передатчик, то есть Тальха от отца, от деда, это что это такое вообще, да? Что это такое за цепочка передатчиков? Что указывает на, что указывает, что то есть Абу Дауд, скажем, склонялся к тому, что данный хадис тоже является слабым, но, наверное, это было самое достоверное, что в этой главе есть, что имеется. Потому что иногда хадисы есть на одну тему. Они, может, все слабые, просто, может, среди всех, один из этих хадисов, может, чуть посильнее, чем те. То есть у него слабость поменьше, у тех слабость похуже. Вот называется, что данный хадис, может, самый лучший из всех, что есть на данную тему. Поэтому Абу Дауд и показывает то, что и привел, но пока что данный хадис, я не сказал прямо, что он слабость в нем есть, но косвенно указал, что данный хадис является слабым, или в этом хадисе имеется слабость. Далее приводится хадис со слов Ибн Аббаса, радаллаху анху,
Абдулла ибн Аббас, радаллаху, известный подвижник, Ан Саид ибн Джубейр, со слов Саида ибн Джубейра, то есть большого ученого из числа табиинов, Ан ибн Аббаса, со слов Абдулла ибн Аббаса, Раа Расулла сасами тавадда, который, то есть, видел, как посланник Аллаха совершал омовение, как у нас был хадис до этого, что, скажем, там Ибн Аббас там, и Али, да, то есть Али показывал Ибн Аббасу омовение. Здесь, получается, Ибн Аббас сам видел, как Пророк Мухаммад совершал омовение, фадакара хадис куллаху, то есть он упомянул все омовение полностью, от начала до конца, ну, как обычно мы с вами знаем, то есть, и все делал по 3 раза. То есть, где Мухаммад все мыл полностью по 3 раза. Вакаля вамасаха бирасихи, и протер голову, ваудинейхи, и 2 уха, масатан вахайн, 1 раз. Скажем, цель Абу Дауда показать, что голову протираем 1 раз. Потому что все, что мыл, он мыл 3 раза, а голова, поэтому Абу Дауд, склоняясь к мнению, что нужно протирать голову 1 раз, он раз за разом приводит этот хадис, доказывает свое мнение. То, что он считал правильным, он собирает хадис, который подтверждает его мнение в основном. Поэтому, как и каждый автор, он собирает то, что, скажем, усиливает его мнение чаще всего. Здесь, получается, протер голову и уши по 1 разу. То есть 1 раз, поэтому то, что соответствует тем хадисам, которые были до этого. И еще один хадис в данной главе, еще один сподвижник, Шахр ибн Хаушаб, такой передатчик, то есть табиин, но этот передатчик, в нем есть слабость. Ан Аби Умама, это со слов Абу Умама, это Судай ибн Аджлан, радаллаху анху, то есть сподвижник, Абу Умама, Судай ибн Аджлан, радаллаху анху, было сказано то, что он последний сподвижник, которые умерли, то есть в Шаме, то есть в Сирии, он один из последних, которые там жили и там умерли. Из сподвижников умер в 86 году по хиджре. Абу Умама, там другой сподвижник есть Абу Умама Бахили, то есть их 2. Как бы путают ученые, говорят, что есть Абу Умама Бахили, есть Абу Умама данный. Там, как бы у них как бы куни одинаковые, а дальше немного отличается. Их иногда ученые путают между собой. Данный сподвижник, он упомянул омовение, то есть упомянул то, как совершал омовение посланника Аллаха Каля и сказал, Кана Расулуллах саллаллаху, что посланник Аллаха ямсаху протирал ямсахуль ма'кайни. Ма'кайн получается, скажем, то есть внутренняя часть, скажем, глаза. Ма'кун, то есть или му'кун на русском языке, вот, где вот, скажем, вот глаз, скажем, да, и вот есть нос, да, вот эта часть, вот уголок глаза возле носа, вот эту часть протирал во время омовения. Приводится в данном риваяте. Потому что обычно это в других сборниках, в других хадисах это не упоминается. Упоминается то, что эту часть, скажем, тоже, потому что нужно все лицо нужно вымыть. Потому что здесь что-то может остаться, поэтому, получается, это место трогал, чтобы удостовериться, что он является чистым, что там ничего не осталось, так как обычно собирается грязь в этом месте у человека. Поэтому, чтобы там все не осталось, ничего грязного, чтобы его смыть, очистить, это место Пророк Мухаммад салям, то есть часто во время омовения, то есть трогал, то есть мыл, очищал, для того, чтобы, то есть, не осталось на лице сухого места, чтобы все лицо было полностью мокрым. То есть, поэтому и приводится. Каля, и он сказал, вакаля, сказал Абу Умама, аль-удунани мин ар-раси, сказал то, что уши являются частью головы. Уши протираются вместе с головой. Потому что у нас же был риваят, где, скажем, когда там Али мыл лицо, он, получается, когда мыл лицо, эту часть уха протер. Когда мыл голову, протер себе, как будто бы разделил. А здесь, получается, показывает, что уши, это, как голова протирается, значит, они протираются вместе с головой. Уши, получается, как бы часть головы. Они протираются вместе, они отдельно, не разделяя между ними. Получается, удана на раз. И здесь споры между учеными, вот слова уши, часть головы, это слова сподвижника и слова пророка Мухаммада саллаллаху. В этом здесь приводится спор между учеными. Здесь даже приводится, что Каля Сулейман ибн Харб, якулюху Абу Умама, что эти слова сказал Абу Умама. То есть это, получается, слова сподвижника, а не пророк Мухаммад саллаллаху. И Каля Кутейба, и сказал Кутейба ибн Саид, Каля Хаммад, ла адри, то есть я не знаю,
«Хумин каули наби саллаллаху алейхи ва саллям», то есть слова, то есть уши, часть головы, являются ли они словами пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, ау мин Аби Умама, или словами Абу Умамы, радиллаху анху, не знали, кто сказал эти слова, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, или сказал Абу Умама, радиллаху анху, но приводится в других сборниках, в других риваятах, что это слова посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, что уши являются частью головы, то есть протираются после протирания головы, имеется в виду. То есть после головы потом протираем уши, не до, то есть вместе. То есть на этом глава описания омовения посланник подошла к концу, то есть получается около 30 хадисов привел Абу Дауд, где-то привел просто часть хадисов, доказывая то, что он, свои мнения, чаще всего доказывая именно то, что он к чему пришел, что считал более правильным. Далее, 52 глава, Бабуль вуду и талятан, глава о совершении омовения, то есть омывая все части тела по 3 раза. В принципе, это у нас был такой, там же было описание, здесь получается, что по 3 раза мыть является желательным действием, приводит Абу Дауд, но это приводится в других сборниках, то же самое же. Другие сборники, мухаддисы тоже приводят совершение омовения, омывая части тела все по 3 раза. И приводится здесь хадис عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, если опять скажем, как был там же, то есть Амр Шуайб от отца от деда. Есть то же самое же риваят, но здесь уже попроще, потому что Амр ибн Шуайб, затем его Ан Абихи, со слов его отца, то есть Мухаммад, то есть Шуайб ибн Мухаммад, и со слов его деда. То есть деда, имеется в виду здесь, скажем, дед это уже сподвижник. Сподвижник Абдулла ибн Амр ибн Ас, радаллаху анху, со слов именно сподвижника. То есть его дедушка, то есть Абдулла ибн Амр ибн Ас, радаллаху анху, Каля сказал, инна раджулюн ат наби саллаллаху алейхи ва саллям, что один мужчина пришел к посланнику Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, факаля, и сказал ему, я Расул Аллахи, о посланник Аллаха, кейфат тугур, то есть как совершается омовение, то есть как совершается очищение, то есть омовение. И посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям показал здесь на примере, как это совершается, не стал просто рассказывать, а показал на примере. Фадаа бимаин фи инайн, то есть Мухаммад попросил, чтобы принесли сосуд с водой. Фагасаля кафейхи талатан, и он вымыл кисти рук 3 раза. Thuма гасаля ваджаху талатан, затем вымыл лицо 3 раза. Thuма гасаля вираайхи, затем вымыл обе руки, то есть до локтей 3 раза. Thuма масаха бирасихи, затем протер голову. وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه, и засунул 2 указательных пальца внутрь уха. ومسح بإبحاميه على ظاهر أذنيه, и протер большими пальцами внешнюю часть, внешнюю сторону уха. وبالسباحتين بطن أذن, указательным пальцем протер внутреннюю часть уха. Здесь потом разбирается ухо, да, как потирается. ثم غسل رجليه, потом вымыл ноги, каждый из них по 3 раза. Затем сказал, хакадаль вуду. Вот так совершается омовение. Здесь, конечно, не сказано про рот и нос тогда. Здесь, получается, все есть, но рта и нос здесь не помянуты в данном риваяте, в данном хадисе. То есть сказал, что вот так совершается омовение, когда совершается. Фаманзеда, и тот, кто добавил, то есть кто сделает больше, чем я сделал, то есть, потому что Мухаммад 3 раза вымыл, да, и вот кто, получается, вымыть больше 3 раз, или будет какие-то части, мыть другие части тела, то есть больше, чем я сделает, или в количестве, или же, скажем, дальше, как сделать, да, или какие части тела, аляхада, то есть кто прибавит, то есть добавит к этому, аунакаса, или сделать меньше этого, факат аса, тот поступил плохо, и совершил несправедливо. Он поступил плохо, сделал грех и приступил к границе шариата, в том, что сделал действие, то есть плохое действие. И здесь вот получается, потому что он, то есть аса, то есть потому что он сделал плохо, оставил сунну. Сунна является мыть 3 раза, не больше. То есть и залема, то есть сделал зулм себе. Зулм себе, потому что он, или же, получается, мыл 4-5 раз, получается, он делал лишние движения, то есть не нужное движение, всем себя затруднил. Или получается человек, то, что он потратил воды больше, делал исраф. Получается, в любом случае, он
нарушил сунну и сделал лишнее, ненужное действие, тем, что он мыл больше, чем нужно, да, мыл больше 3 раз. Больше 3 раз. И здесь слово, то, что слово, то есть Z добавил, это понятно. Но здесь есть добавка, то есть уменьшил это, получается, был меньше 3 раз помыл. Вот это, конечно, проблема, так, потому что поэтому данное слово, некоторые ученые говорят, что все достоверно, кроме слова, то есть или уменьшил. Потому что меньше же мыть можно, в принципе, в основе, не запрещено. Поэтому, мыть больше, является нежелательным. Поэтому здесь получается, что он уменьшил, или можно сказать, что он вымыл не 3 раза, а меньше, да, вымыл 2 или 1 раз, получается, он уменьшил, значит, он потерял награду. То есть, получается, кто-то говорит, что это слово слабое, недостоверное в данном хадисе, поэтому его внимание обращается. Кто-то говорит, что если слово достоверное, получается, смысл уменьшил, то есть награду свою. Потому что если было 3 раза, будет награда полная. Вы, может, 2 или 1 раз, награда будет, но меньше будет, чем 3 раза. И так тоже объясняется некоторые ученые так объясняют. Что уменьшение это является как проблематичное слово в данном хадисе. Тут принимает, тут его не принимает. А мыть больше 3, это является порицаемым действием. Поэтому желательно ограничиваться 3 разами. То есть, и не считать то, что можно мыть больше 3 раз. Кроме тех случаев, когда человек, может, мыл, не домыл. То есть человек мыл руку, вымыл 3 раза, осталось сухое место. Тогда он может домыть. Это не считается добавлением. А если человек думает, что мыть больше 3 раз является сунной и желательным, это, получается, он уже делает неправильно, нарушает сунну посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, этим своим действием. Поэтому 3 раза мыть максимум является сунной, поэтому считаем, что это сунна, и моем 3 раза. То есть больше мы не омываем, больше не совершаем. Затем, то есть автор привел следующую главу «Бабу филь вуду и марратейн». Глава о совершении омовения, то есть все омывая по 2 раза. То есть не 3, а омывая все части тела по 2 раза. По 2 раза, пока что это можно или нельзя так совершать. И приводит хадис со слов А'радж, то есть из табиинов, то есть А'радж, Абдурахман ибн Хурмус, рахимахуллах, ан Аби Хурайрата, со слов Абу Хурайры, радаллаху анху, анна наби саллаллаху алейхи ва саллям, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям тавадда марратейн, что пророк Мухаммад омовение, и все ему по 2 раза. Получается, руки 2 раза, рот, нос по 2 раза, лицо, все до конца, получается, было не 3, то есть не 1, а все было по 2 раза полностью, целиком, как приводится в данном риваяте. И хадис приводится также, приводится и сборники Тирмизи. То есть, получается, это является, указывает на то, что здесь дозволенность. То есть 3 максимум, можно иногда вымыть и по 2 раза. То есть, конечно, 3 раза вымыть желательнее, награда больше будет, но в некоторых ситуациях можно все части тела помыть по 2 раза. Это является дозволенным действием. Также следующий хадис عن عطاء بن يسار со слов Ата ибн Ясара, известного табиина, قال لنا ابن عباس, то есть нам сказал Ибн Аббас, радаллаху анху, то есть и Ата ибн Ясар, он был связан с Ибн Аббасом тем, что этот Ата ибн Ясар, он был вольноотпущенником Маймуны, жены пророка Мухаммада, которая была тетей Ибн Аббаса. Тетя Ибн Аббаса Маймуна, супруга пророка Мухаммада, она, этот человек, он ее был рабом, она его освободила. И последствия он стал, получается, ученым передатчиком хадисов, поэтому с Ибн Аббасом был связан. Нам рассказал Ибн Аббас: «Атухиббуна ан уриякум кейфа кяна расулаллаху ятавадда». Желаете ли вы, чтобы я показал вам, как совершал омовение посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям? Не хотите, я покажу. Покажу на практике, на примере, как совершал омовение пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. И фадаа би инаин фихи маун, он попросил, чтобы принесли сосуд с водой. Фагатарафа горфатан, и он зачерпнул воду бьедихи юмна, то есть правой рукой, то есть сосуд он правой рукой погрузил, зачерпнул правой рукой. Фатамадмада вастаншака, и сполоснул рот и промыл нос. Не сказано про руки достаточно, получается, сразу рот, нос идет. И когда мытье кисти рук здесь пропущено в этом риваяте.
ثم أخذ الأخرى, затем он еще раз воду зачерпнул, فجمع بها يديه, и то есть и зачерпнул воды, и полил на вторую руку, ثم غسل وجهه, и потом, получается, помыл этими руками лицо. ثم أخذ أخرى, затем он еще раз воду зачерпнул из сосуда, فغسل بها يده اليمنى, и помыл, получается, помыл этой водой правую руку, ثم أخذ أخرى, затем он воду зачерпнул еще раз, فغسل بها يده اليسرى, и вымыл руками, то есть вымыл левую руку, ثم قبض قبضة, затем он зачерпнул воду, من الماء, часть воды, ثم نفض يده, потом, то есть немного взял воды там и зачерпнул, потом стряхнул руки, получается, نفض يده, ثم مسح بها رأسه وأذنيه, и потел этими руками голову и уши. ثم قبض قبضة, затем он взял еще раз воды, зачерпнул из сосуда, من الماء فرش على رجله اليمنى, и полил этой водой на правую ногу, وفيها النار, на которой была обувь, то есть полил правую ногу, на ноге была обувь. Обувь, если имеется в виду арабские сандалии, просто подошва там, да, и ремешок, и все. Подошва, получается, на которой не было кожи вообще. Гладкая подошва, не кожаная, и один ремешок. Поэтому там ногу мыть удобно. У нас есть же банные тапочки, есть же резиновые. Вот то же самое. Их же можно так брать, потому что вода попадает же легко, полностью там ничего не остается сухого. Поэтому обувь именно такая обувь была, как приводится, то есть это при многих риваятах. Например, в Бухари есть целая глава омывания ног, скажем, то есть в обуви, финалень, то есть тапочки. И там приводится хадис Ибн Умара радхиаллаху анху, что касается, говорит, скажем, то есть тапочек, это называется саптия, то есть или саптия, скажем, я видел, как Пророк Мухаммад салям надевал обувь, на которой не было, говорит, шерсти, не было волосов вообще, и он, говорит, совершал омовение в ней. Поэтому это вещь известная, то, что обувь, не говорит, что совершал в туфлях, да, там если совершал какую-то обувь, это тапочки, это легкие, которые, когда вода попадает быстро, легко внутри, когда все омывается, все будет мокрое полностью. Именно такая имеется в виду. Потом, если смотреть, дословно, он протер ноги руками. Сказано, имеется в виду то, что Масаха имеется в виду помыл, то есть, потому что он же воду поливал, поэтому он же протирал ее, вот там, поэтому не протирал, а именно мыл ногу. Здесь сказал Масаха, в других реваятах это хадис сказано то, что он мыл ногу. Поэтому, когда говорится одно, имеется в виду другое действие. Ядун фаука кадами, то есть одна рука была, в верхней части ступни, уяду тахте, другая была под обувь. Получается, одна рука сверху, другая снизу. Получается, одной рукой держал обувь, другой рукой мыл ногу, получается, чтобы не упало же, чтобы внутри засунул руку, так приводится. Одна рука сверху, другая снизу. То есть, или под обувь, или под пяткой, да, внутри обуви. Двумя ногами омывал руки, омывал двумя руками омывал ноги, на которых были такие сланцы, да, по-нашему, такие легкие тапочки. Потом он то же самое сделал с левой рукой, с левой ногой. Вот в данный хадис сказано, да, то есть, но, как видите, то, что глава называлась «Омывание всей части тела» по 2 раза. Здесь слова 2 нет нигде. Поэтому автор, может, ошибся, привел, или данную главу, то есть она глава не подходит. Она должна подходить к какой-то другой главе. Здесь нет слова 2 раза мыл. Здесь вообще не сказано, сколько раз мыл. Здесь просто мыл и все, да. Все мыл по 1 разу. Она может подходить к следующей главе, где будет омывание всей части тела по 1 разу. По 1 разу, или, возможно, что автор упомянул здесь хадис, показано то, что если можно быть 1 раз, и можно быть 3 раза, значит 2 раза можно. Так, у нас же был хадис по 3 раза. И будет здесь 1 раз. Получается, 1 минимум, 3 максимум, значит 2 тоже дозволено. Может, автор это имел в виду. Не прямо, а косвенно указывая на то, что можно мыть дважды. Дважды, то есть всей части тела омовения. Прямо в этом хадисе ничего об этом не сказано. Нет цифры 2 раза мыл. Не сказано, что он мыл 2 раза. И получается, у нас было 3 раза так, давайте теперь 1 раз, да, то есть, получается, мы сверху вниз мыть 3 раза все части тела, 2 раза, теперь автор приводит главу Бабаль Вуду и Марата Марратан,
Голова, то есть совершая омовение, омывая все части тела по одному разу. И приводится также Ан Ата ибн Ясар, то есть как предыдущий хадис, который был, он просто приводится там подробно, здесь он приводится здесь кратко. Со слов Ата ибн Ясара, Ан ибн Аббасин, Каля, со слов Ибн Аббас, который сказал: Аля ухбирукум би вуду Расул салям. Не сообщить ли вам о том, как совершал омовение посланник Аллаха саллям, и когда показать вам омовение, Фатавадда Ибн Аббас совершил омовение маратан по одному разу. И хадис приводится в сборнике Бухари. То есть он сказал, что показать вам, и потом, показывая, он все помыл по одному разу. То есть не 3 раза, а все части, то есть в руках, рот, нос, лицо, да, все было по одному разу. Лицо 1 раз, правая рука 1 раз, левая рука 1 раз, голова 1 раз, нос, и потом правая, левая нога по одному разу. Он вымыл, поэтому все вымыл по одному разу. По одному разу. Поэтому это минимально, да, то есть меньше быть не может. Поэтому минимально все совершать, все от начала до конца по одному разу. Не только сам, то есть только фарзы. Кисти рук 1 раз вымыл, 1 раз рот, 1 раз нос, лицо 1 раз, правую руку 1 раз, левую руку 1 раз, голова, уши и каждую ногу по одному разу. Вот здесь совершение омовения полностью по одному разу. От начала и до конца. Получается, есть у нас, может, 3 раза максимум, 1 раз минимум, и 2 раза тоже является дозволенным действием. На этом у нас получается количество раз омовение завершено, и после этого автор приводит хадис бабун, главу фил фарqi бейн аль-мадмати ва истиншaqi. Глава, то есть о разделении между полосканием рта и промыванием носа. То, что каждый совершается по отдельности. То есть рот отдельно, нос отдельно. То есть не с одной пригоршни, а на каждый по отдельности. Это имеет в виду автор. И приводит хадис عن طلحة ибн Мусарриф, который уже был до этого, Тальха ибн Мусарриф, عن أبيه عن جده, со слов его отца, со своего деда, قال دخلت, то есть я вошел, يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم, то есть к пророку Мухаммаду صلى الله عليه وسلم, وهو يتوضأ, и он, говорит, пророк Мухаммад совершал в это время омовение. Когда зашел человек, пророк Мухаммад, он совершал омовение. والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره. И вода текла у него, скажем, по лицу и бороде, говорит, на грудь. То есть сейчас вода с лица, из бороды, вода капала, получается, на одежду. То есть на грудь, то есть одежда, которая была. Фараайтуху, и я, говорит, видел, что он, саллаллаху алейхи, явсилю, то есть разделял бейна мадманати между полосканием рта, олистиншак и промыванием носа. Это хадис указывает, получается, на то, что сначала рот 3 раза, потом нос 3 раза. По отдельности. Это как раз автор приводит данное мнение, то есть когда действие уже приводилось, так упоминалось, что здесь прямо сказано, приводится, что Мухаммад совершал с одной, зашел воздухом и половину в рот, половину в нос. Ривайты и такие есть. Показывает, что и так, возможно, Мухаммад совершал, поэтому указывает, что ученые, что так делать дозволено, то есть можно и так совершать. Просто некоторые ученые уже выбирают, кто-то выбирает то, что разрешает, кто-то выбирает вместе делать. Кто-то разрешает, оба здесь разрешают, но говорит, что какой-то из них желательнее, по мнению этих ученых. В Масхабе Ханафи у нас сказано, что разделять. Рот отдельно, нос отдельно. По 3 раза, это по данному хадису его предпочли, хотя данный хадис, он как был Тальха на Абихи Анджаддихи, в нем есть тоже, говорит, что была слабость в данных передатчиках, поэтому некоторые ученые считают данный хадис слабым, его не принимают вообще как хадис. Далее автор приводит такую главу «Бабун фил истинфар». Истинфар означает высмаркивание. Когда нос промываем же, воду берем внутрь и потом это высмаркиваем. То есть истинфар, то есть высмаркивание, имеется в виду промывание носа, очищение носа. И приводит хадис عن مالك مالك بن أنس رضي الله عنه عن أبي الزناد عن أعرج أعرج عن أبي هريرة أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал إذا توضأ أحدكم, когда один из вас будет совершать омовение, فليجعل في أنفه ماء, пусть,
сделать так, чтобы у него, когда в носу была вода, то есть пусть втянет воду в нос, потом ее высморкает. То есть, когда вы совершаете омовение, то есть, получается, когда возьми воды, втяни ее внутрь носа, затем эту воду очистить нос, высморкай этот нос. Хадис приводится в Бухари Бухари и Муслима, чтобы показывать, что здесь приводится приказная форма глагола, чтобы делать, да, делать. Поэтому некоторые ученые сказали то, что, как имам Ахмад, что полоскание носа является, промывание носа является обязательным, то есть фарзом в омовении. Это мнение Ахмада, Исхака, Абу Thаура. Но большинство ученых считают, что здесь является желательным. То есть Абу Ханифа, Малик, Шафи'i считают, что рот и нос являются желательными, они являются обязательными, исходя из других хадисов, из других риваятов. Также другой хадис в данной главе, ан ибн Аббас, со слов Ибн Аббас, радаллаху анху, قال, сказал, قال Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, истенфиру, получается, высмаркивайтесь, да, во время омовения, марратейни 2 раза, балигатейни, то есть сильно, да, сильно делайте 2 раза, аутарат или 3 раза. То есть, когда будете брать омовение, получается, берете воду в нос, и высмаркиваете, получается, силой. То есть силой 2 или 3 раза. Чтобы, получается, поглубже и посильнее. Это делайте. Здесь суть приводится то, что когда приказ, чтобы промывать нос во время омовения, 2 или же 3 раза, скажем, поэтому, скажем, если словами пророка Мухаммада, получается, может 2 или может 3 раза, если слова, или кто-то сомневается, было-то может 3, то сказал, что может 2 или 3. Поэтому обычно бывает то, что когда человек сомневается, забывает, бывает то, что или столько-то, что помнит. Поэтому, если пророк Мухаммад сказал 2 или 3 раза, значит, можно и то, и другое. Или сомнение от кого-то из передатчиков хадиса, то, что он забыл и не вспомнил. Следующий хадис в данной главе, ан Асим ибн Лакит ибн Сабра, со слов Асима ибн Лакита ибн Сабра, ан Абихи, со слов его отца, то есть подвижника, Лакита ибн, то есть Сабра, его Сабра называют иногда, то есть Лакит ибн Сабра, сподвижник, радаллаху анху, Каля, который сказал, кунту вафида баниль мунтафики. Я, говорит, был, скажем, тем, кто, или, скажем, получается, скажем, один пришел, или он возглавлял целую делегацию из, скажем, рода племени Баниль Мунтафик. Или ау фи вафти банив. Или, говорит, я был одним из людей, целой делегации, которая приехала к Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям в Медину, потому что уже после завоевания Мекки известно, что и до этого там меньше, но после завоевания больше людей, они представители делегации приезжали к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, и в основном они принимали ислам, получается, или приезжали изучать религию. Вот этот человек, Лакит ибн Сабра, приехал своим племенем в Медину к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, и он сказал, فَلَمَّا قَدِبْنَا عَلَى رَسُولِ саллаллаху алейхи ва саллям, فَلَمْ نُصَادِفُ фи бензилихи. И когда мы, говорит, пришли к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, мы его не застали дома. Пришли к нему домой, а дома пророк Мухаммад в это время не было. Васадафна Айша Муминин, в это время Айша была дома. То есть они пришли к дому Айши. Пророка Мухаммада нет, мужа нету, там дома была только одна Айша, его супруга, то есть мать правоверных. Каля, то есть и Айша, то есть он сказал то, что Фаамрат, и Айша приказала лана, то есть приказала, чтобы нам хазиты приготовили пищу. То есть Айша приказала, то есть кому-то из слуг, чтобы, они же гости, чтобы гостям приготовили пищу. Здесь слово хазир используется, это когда, хазира, блюдо, когда мясо мелко нарезают, потом, когда все это ложат в кастрюлю большую, когда в соленую воду, когда там уже вскипает, когда мясо сварится, туда-то посыпают муку. Муку, это вот такое блюдо называется. Хазира. Фасуня данахам. Это когда блюдо было приготовлено. Получается, Айша приказала кому-то и гостям, то есть пророка нету дома. То есть Айша, получается, встречает гостей и готовит им пищу. Получается, женщина одна, слуги есть, да, угощает, да, ухаживает за гостями. Каля ва утина биканарин. Биканарин, нам, говорит, принесли, говорит, сосуд, то есть, такой там сосуд, как поднос, да, канарин. Валям якул хутейбату аль-кинар, то есть там кто-то говорит, что такого слова не было кинар.
والقناع الطبق فيه تم. Это как поднос с финиками. Нам принесли, или после финики, или сосуд, да, поднос с финиками. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. После этого пришел пророк Мухаммад салям. То есть была приготовлена пища, принесли финики, и только потом вернулся посланник Аллаха салям. فقال أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء. Я сказал, что вы как бы что-нибудь получили, или вам приказывал, чтобы вы поели что-нибудь, как бы вам еду принесли, или вам приготовили пищу, нет. То есть Мухаммад салям поинтересовался, их накормили ли гостей, была ли для них приготовлена еда. قال قولنا نعم. Он сказал, что да, нас как бы встретили хорошо, нас угостили там, да, и финиками, и там похлебками, да, там, с мясом, да, с мукой, которая была. قال, и сказал Лахид ибн Сабра, فبين نحن مع رسول الله جلوس. И когда мы сидели вместе с пророком Мухаммадом саллаллаху алейхи ва саллям, إذ دفع الراعي, там, повел, погнал пастух ганамуху, своих баранов, или аль-мурахи, в сарай, тогда, получается, в загон ночью. Это было дело к вечеру, он, получается, там прогонял пастух, овец ночью, ночевку в загон. И с ним у этого пастуха была сахлятун тайару, был маленький ягненок, практически новорожденный, который родился недавно, который кричал, блеял. Факаля ма валлат, и Мухаммад сказал ему, ма валлатта я фулян, спросил его, кто там родился, кто там появился на свет, кому-то помог, да, чтобы он когда появился на свет. Каля бахматун, сказал то, что сказал бахматун, это вообще имеется ягненок, но здесь имеется в виду, когда Мухаммад спрашивал, кто это был там, мальчик или девочка. И здесь бахма означает, что это как была, то есть самка, то есть девочка. И тогда Мухаммад сказал ему, каля фазбах лана макана хашатан. И Мухаммад сказал, что закали, то есть вместо нее, то есть закали нам вместо нее одного барана. Здесь родился, нам закали одного барана. Затем он сказал, когда гостям, то есть этому, когда вот те, кто приехали к нему, этой делегации, ла тахсибанна, то есть вы, говорит, не думайте, то есть вы не думайте, то есть или ты получается, не думай, анна мин аджлика забахна, что мы, говорит, зарезали ради тебя, говорит. То есть не думай, что это барана, мы зарезали ради тебя. То есть ты так не думай, так не полагай, что мы зарезали данного барана. Лана ганамун миатун. У нас, говорит, есть 100 баранов. Ла нуриду ан назид, мы не хотим, чтобы было больше. Потому что у нас есть 100 баранов, мы не хотим, чтобы количество стало больше 100. Поэтому, когда, говорит, одна рождается, мы одну закалываем. Получается, чтобы всего было 100 было. То есть, чтобы было 100, Мухаммад сказал, что 100. Поэтому рождается один, когда одно закалываем, чтобы постоянно стоит цифра 100. Он говорит, не увеличен. Поэтому, говорит, мы закололи, потому что, говорит, не за вас, а вот из-за этого. Другая цель есть. Вы в этом не виноваты. Чтобы вы не стали стесняться, то, что Мухаммад ради них заколол целого барана. Просто так совпало. То, что вы приехали, там родился один, там баранок родился, поэтому совпало то, что мы делаем число 100, не больше этого. И Каля сказал, то есть Каля культу Расулла, сказал Аллах ибн Сабра, о посланнике Аллаха, инна лимраатан, у меня, говорит, есть женщина, то есть у меня есть жена, ва инна фи лисаниха шей'ан, я не бада, то есть я, говорит, очень сильно сквернословит. У меня есть жена, говорит, которая там разговаривает, сквернословит, да, плохо разговаривает. وقال فطلق قيدا. Мухаммад сказал, дай талак, тогда с ней разведись, говорит. Если у тебя такая жена, говорит, плохая, значит, получается, дай талак и все, да, с ней разведись. Культ я Расул Аллахи, о посланник Аллаха, инна лаха сухбатан. Он посланник, я с ней долго живу, да, уже, получается, я с ней долго живу, я к ней привык. Уали мин хават, и у меня, говорит, есть дети от нее. Поэтому, получается, я не хочу, чтобы с ней родиться. Я с ней привык, с ней долго жил, когда друг друга узнали, и что дети есть. Не хочу, чтобы мои дети остались без отца, да, без попечителя. Каля фамурха, Мухаммад сказал ему, тогда, когда прикажи ей, якулю, то есть, дай наставление, то есть, дай насихат, дай расскажи вараз, фа ин яку фиха хайрун, фасатафаль. Если ты придешь домой, когда ты прикажешь, дай ей насихат, да, наставление. Если в ней есть благо, она остановится. Если эта женщина благо, то она тебе послушается и перестанет выражаться, да, некрасиво, да. Уля тадрип адайтака. И Мухаммад сказал, ты не бегай свою жену, кадарбика умейтака, как ты бьешь своих рабынь.
получается, то есть, получается, ну, не бей жену сильно, потому что, в принципе, бить жен, аят есть то, что дозволено, то есть не запрещено. Поэтому, получается, то есть основа, если ты бьешь рабыню, то есть, получается, не бей жену сильно, как рабыню, бей послабее ее, потому что есть в Коране аят то, что фадрибухун, да, бить их, да, ну, легонечко, да, для воспитания имеется в виду, не то, что да, побить, да, получается, да, поломать женщину, просто для воспитания, то есть легонечко чуть-чуть, то есть не больно, скажем, да. Поэтому Мухаммад сказал, что если бить будешь, да, она же говорит, плохо разговаривает, поэтому можешь не выдерживать, да, можешь ударить, то, что постоянно что-то говорит плохое, да, ему. Поэтому если будешь бить, то бей легонечко, не сильно. Факульту и Расул Аллахи, и потом сказал ему, то есть этот Лахадин Сабура, о посланник Аллаха, ахбирни аниль вуду, расскажи мне про омовение. Он сказал, омовение, так получается, просто есть предыстория этого человека, когда про Бараф был, да, про жену было. То сообщи мне, как омовение, как оно совершается. Каля асбигиль вуду. И Мухаммад сказал ему, совершал омовение идеально, то есть полностью, то есть камелен, то есть омывая все части тела, ничего не оставляя. Это называется исбаг аль-вуду, то есть совершая полное омовение, идеальное омовение. Вахалиль бейн аль-асабири, и промывая между пальцами, промывая, то есть между пальцами рук и между пальцами ног. Вабалях фил истиншаки, и как можно сильнее промывая нос, или, кроме тех случаев, когда ты будешь постящимся. Когда в Шамайке, бери воду поглубже внутрь носа, обычно, всегда. Но если будешь поститься, если будешь ураза, получается, втягивай воду послабее, не так сильно, то есть не так глубоко, получается, поменьше. Обычно побольше, получается, да, поглубже, во время уразы чуть-чуть поменьше. То есть дал ему совет про Мухаммад саллям в данном хадисе, потому что у человека, если воду может проходить, это может утянуть эта вода, поэтому это может привести к нарушению уразы, нарушению поста, поэтому сказал, что совершаем омовение полностью, целиком, промывая между пальцами рук и ног, и как можно глубже, да, промывая нос, всасывая воду как можно глубже. Ну, обычно говорят, что есть мягкое, ты засыпаешь твердое, досуд, да, есть же твердая часть, да, кость. Где мягкая, до конца мягкой части, во время не ураза. Если ураза, получается где-то чуть-чуть поменьше, да, до середины, не так глубоко сказано. Так, чтобы завершить эту главу. Ну, здесь еще автор приводит тоже хадис, то есть ан Нақид бин Сабра, ан Абиса Суфи, от Салах Сабра, Уафиди бани Мунтафик, пришел как пророк Мухаммад саллаллаху аннаху ата Аиша, что он пришел Аиша радаллаху анха, и потом приводится хадис, который был до этого, то сам приводится полностью хадис. Каля фалам наншаб, и говорит, мы, когда пришли, посидели там, пророк Мухаммад дома, говорит, без пророка, там Аиша была, мы, говорит, долго не сидели, не успели посидеть долго, как пришел пророк Мухаммад саллаллаху ятакалляу, или ятакафау. Ятакалля означает, что Мухаммад саллаллаху когда шел, когда ступая, когда его было слышно. То есть, когда человек едет, когда бывает, что человек идет, как будто топает, да, когда получается Мухаммад саллаллаху шел, как его шаги было слышно, как бы он не шел тихонечко, да, когда все не слышно. Как женщина, как мужчина шел, да, когда такой едешь, твердой поступью по земле. Он шел, так что его было слышно издалека, это кафе, Мухаммад шел, и говорят, что Мухаммад шел, как будто он шел сверху вниз. Обычно. Получается, когда ходил, у него тело было наклонено вперед. Вот так шел, не так шел, да, вот так Мухаммад ходил обычно, чуть-чуть. И он обычно так привык ходить. Как будто идешь сверху вниз, идешь, тогда наклонился. Он так шел по прямой местности. Немного наклонив голову, туловище, чуть-чуть вперед. И шел, Мухаммад, получается, твердо шел да, и ходил быстро. Здесь это такой вариант приводится, описание походки пророка Мухаммада, как он ходил. Вакаля, и здесь приводится в этом риваяте, то есть асида вместо ахазида. Здесь приводится другое блюдо. Получается, здесь просто блюдо уже без мяса. Там было с мясом, здесь без мяса. Один тот же хадис, разные риваяты, там с мясом, здесь уже получается как каша, да, такая густая, или густой суп, но уже без мяса приводится. Потому что разные блюда, разные названия. И, то есть, еще один риваят, тот же хадис, просто сказал, каляфи, в нем сказано, и да таваддата, когда будешь совершать омовение, фамадмат, промывай, полоскай рот. Потому что не сказано, получается, когда при омовении полностью целиком,
прямая, между пальцами, как можно сильнее втягивай воду в нос, и, и когда после омовения, полоскай рот, бери воду в рот. Получается, здесь тоже приводится как приказ. Как приказ в данном риваяте. Между учеными есть разногласия, потому что точно говорят то, что 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 разногласия. Аллаху Акбар, Аллах.